Тамара Раскатова из Уфы 9 лет не может выйти из дома. После обширного инсульта женщину парализовало. И теперь она прикована к инвалидному креслу. На мир пенсионерка смотрит через окно на кухне. Из-за отсутствия пандуса в подъезде не может выйти на улицу. С какими еще неудобствами приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями здоровья? В следующем сюжете. Чуть-чуть не рассчитаешь разворот и застреваешь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, Тамаре Раскатовой приходится демонстрировать мастерское управление инвалидной коляской. Судя по обшарпанным дверным проемам, получается далеко не всегда. Практически все тело уфимки парализовано после инсульта. Все делаю только одной рукой. Так слегка могу придержать что-нибудь. Картошку почистить, подержать. Посуду помыть. Перебила очень много, конечно. Не сама самостоятельно в душ не могу. Не встать, пересесть. Только с помощью дочери. Дочь утром уходит, я сажусь в коляску и целый день в коляске провожу. А это видео в интернете разместил блогер Рустам Набиев, который наглядно показал, с чем сталкиваются инвалиды-колясочники в некоторых медицинских учреждениях. Кнопки вызова нет, хотя табличка присутствует. Колеса на швеллер не попадают, да и если бы заехал, подняться по нему невозможно. Этот пандус поставлен для галочки. Приходится карабкаться по грязным лестничным пролетам. О таких неудобствах Тамара Раскатова даже не догадывается. В последний раз она была на улице, когда переезжала в эту квартиру из аварийного жилья. Грузчики перенесли ее домой прямо в инвалидной коляске. И вот уже много лет на мир она смотрит только через окно своей кухни. В 2015 году обожгла левую руку кипятком от и до. Вот так все. Скоро приезжала, не смогли меня вынести. В 2011 году была травма тазобедренного сустава. Тоже не смогла выехать. После многочисленных обращений пандус все-таки установили, но его приходилось переделывать несколько раз. Последняя конструкция мешала жителям дома. В результате из-за многочисленных жалоб его демонтировали. В местном домоуправлении о проблеме пенсионерки знают и даже показали варианты нового пандуса. Но для его установки нужно согласовать конструкцию с жильцами и найти деньги. А это более 200 тысяч рублей. 15 июля мы провели общее собрание собственных помещений по вопросу утверждения схемы расположения пандуса по адресу Зана Бишева, 15, подъезд номер 2. На собрание явился только один человек, это законный представитель заинтересованного лица, то есть Раскатовой Тамары Мефодиевны. Мы с ним пообщались и приняли некоторые меры, то есть разработали план действий дальнейший после принятия решения собственника. Татьяна Мефодиевна в эти слова уже верит слабо, но все же надеется, что ее просьбу услышат. И тогда она первым делом осуществит свою многолетнюю мечту. Попасть в поликлинику и проехать по улице хотя бы с дочерью и с внуком. Посмотреть район. Я города не знаю уже 25 лет. Айгуль Хатыпова, Азат Садреев, Дан Хамитов и Азат Тузбеков. Новости Уфа.